Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. 18 марта состоялся прогнозируемый многими и давно заявленный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась почти 2,5 часа, став самым продолжительным телефонным разговором лидеров двух стран за всю историю. При этом сразу после завершения звонка и в Кремле, и в Белом доме опубликовали итоговые заявления. Как оказалось, политики обсудили не только конфликт на Украине, но и будущее российско-американских отношений. Беседа Путина и Трампа стала второй с момента возвращения американского лидера к власти. Первый разговор состоялся чуть более месяца назад, 12 февраля, и продлился около 1,5 часов. После завершения разговора на сайте Кремля опубликовали итоговое заявление. В нем подчеркивалось, что лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по украинскому конфликту. При этом они подтвердили намерения по его урегулированию, но уточнили, что оно должно носить устойчивый и долгосрочный характер. Для разрешения украинского конфликта в Кремле анонсировали создание российской и американской экспертных групп. По сообщению Кремля, Россия обозначила ряд условий, касающихся режима прекращения огня на украинском фронте. К ним были отнесены приостановка зарубежной помощи Киеву и обмен разведданными. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву, сообщалось на официальном сайте президента России после телефонной беседы. Кроме того, Путин рассказал Трампу о существенных рисках, связанных с недоговороспособностью украинских властей. Российский лидер уточнил, что они ранее саботировали и нарушали достигнутые договоренности. При этом Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа об отказе России и Украины на взаимные удары по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. Согласно заявлению, президент России уже дал приказ военным воздержаться от подобных действий. В официальном сообщении Кремля также указывалось, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Лидеры согласились, что они играют особую роль для безопасности всего мира. Интересно и показательно, что в качестве важного жеста, который мог бы символизировать перезагрузку отношений России и США, было названо проведение хоккейных матчей между российскими и американскими спортсменами. На официальном сайте президента России сообщалось также, что Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и в КХЛ. В свою очередь, в Белом доме после завершения телефонного разговора Путина и Трампа анонсировали немедленное начало переговоров по Украине. Согласно официальному сообщению, они пройдут на Ближнем Востоке, где уже ранее проходили встречи российской и американской делегаций. Кроме того, президенты обсудили и многие другие вопросы двухсторонних отношений, включая необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и многочисленные экономические сделки. Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов, отметила после телефонного разговора пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Что касается реакции в мире на телефонную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметим, что еще до появления итоговых заявлений разговор президентов России и США позитивно оценили в ООН. В организации признали важным сам факт проведения беседы и поддержания контактов между лидерами. Считаю важным сам факт разговора. Для лидеров США и России важно быть на связи друг с другом. Мы это ценим, отметил заместитель официального представителя Генсека ООН. Разговор Путина и Трампа привлек особое внимание мировых СМИ. Американский телеканал CNN вскоре после завершения беседы назвал ее очень хорошей, сославшись, что интересно, на российский источник. Ранее журналисты телеканала прямо указывали, что разговор наконец покажет, насколько президент США способен добиться мира на Украине.
Медиа самых разных стран признавали особую значимость разговора двух лидеров и называли его результаты самыми ожидаемыми. Звонок ждали с большим волнением в течение нескольких дней, указала, к примеру, немецкое издание Bild. Тем временем сегодня в Эр-Рияде начался новый раунд переговоров России и США об урегулировании конфликта на Украине. Российскую делегацию представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американский представитель Госдепартамента Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Отметим также, что накануне в Эр-Рияде прошли переговоры украинской и американской делегации. В состав украинской делегации вошли глава офиса украинского президента Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Полиса, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, а также эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил. Кроме того, в переговорах принял участие бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Бергелевич. Как заявил глава Министерства обороны Украины, стороны обсуждали ряд сложных технических вопросов, обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере, сказал Умеров, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал конструктивной работу киевской делегации на переговорах в Саудовской Аравии. Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается, заявил он по итогам встречи делегации. После проведенных в ряде переговоров с представителями США, украинская делегация решила остаться в Саудовской Аравии, чтобы дождаться результатов встречи представителей России и США. Кроме того, по имеющейся информации, США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Таким образом, весь мир наблюдает, что переговоры по Украине, которые еще полгода назад многие считали невозможными, фактически уже происходят. Что поменялось за это время? Какие важные изменения происходят в мире? Мы обсудили с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Домени. Предлагаем вам это интервью. Приветствуем вас, Олег Несторович, в студии Абхазского телевидения. Спасибо. Как мы знаем, сегодня в Эр-Рияде происходит уже вторая встреча между российской и американской делегацией. До этого они встречались с украинцами. Пока вроде бы нет таких прямых переговоров, но уже идут, можно сказать, идут посреднические переговоры. И более того, был вот этот телефонный разговор между Путиным и Трампом. Как вам кажется, вот еще год назад сказать, что вот так резко поменяется позиция Соединенных Штатов и будет такая инициатива по мирным переговорам, да, вот по сближению, по, скажем так, прекращению войны и огня. Еще год назад, мне кажется, это было сложно предсказать. Что вот изменилось? Да, согласен. Вы правильно заметили, что на самом деле международная политика, взаимоотношения между Соединенными Штатами Америки и Россией, конечно, резко изменилась. Это наблюдается, это отмечается не только, скажем, специалистами, но и наблюдатели тоже это могут заметить. На мой взгляд, я глубоко в этом верю, не только я и не столько я, что Америка считала и продолжает считать себя гегемоном мира. Это единый центр управления. Трамп не так озвучивает эти термины, но тем не менее он подразумевается. Он не имеет никакого права, президентом быть не может, если он не считает Америку единым центром управления мира. Да. Но в выполнении роли гегемона американцы очень боятся китайцев. Не столько России, сколько Китая. Потому что по показателям экономическим, военным, техническим, по многим таким важнейшим отраслям современного общества китайцы опережают по темпам роста Соединенных Штатов Америки. Китайцы опережают.
значит, противостоять Китаю, остановить Китай и каким-то образом не поколебать свое положение, им нужно изолировать сперва Китай. А для этого, чтобы изолировать Китай, они хорошо знают, Китай и Россия – это соседи. И у них хорошие отношения на протяжении десятилетий в 20 веке между Россией и Китаем хорошие дружеские отношения. А тем более сейчас эти отношения, они укрепляются, они развиваются во всех отраслях экономики, потому что самое главное сейчас в жизни современного общества – это экономика. Это материальные ресурсы, это военные ресурсы. Да. И здесь вот российско-китайские отношения для американцев неприемлемо. Трамп не говорит то, что написано у них в стратегии. Это Лавров озвучивал, а там написано следующее. То есть в этой стратегии, это документ, принятый еще где-то в 45-м или в 40-е годы прошлого столетия, а там написано следующее, что американцы имеют право защищать любую точку мира. То есть они имеют право применить даже оружие, если это нужно для того, чтобы не то что защитить, если вы защищаете, то это, стало быть, это ваше. Вот о чем идет речь. Значит, и в этой стратегии Россия оценивается, формулируется отношение Соединенных Штатов Америки к России как к врагу номер один. То есть правильно ли я вас понимаю, что по большому счету вот инициация вот этого сближения, которое, как нам сейчас кажется, российско- и американских отношений, это попытка противостоять сближению российско-китайским отношениям? Так я верно вас поняла? Ну да, конечно, Россия и Китай в хороших отношениях. Это не в интересах Соединенных Штатов Америки. Значит, с Китаем у них ничего не получается, а потому они там и Тайвань держат. Значит, потому сейчас они хотят Россию и готовы ради того, чтобы с Россией наладить отношения, они готовы использовать Европу. Значит, раньше они, то есть, что такое НАТО? Это европейские страны во главе с Соединенными Штатами Америки. Теперь глава отказывается от своих подчиненных. То есть как будто бы Европа не удел, да, оказывается? Да, сейчас европейцы оказались вообще отброшены, они как бы из этой политики, потому они объединяются, они там шумят, но на это они, собственно говоря, и не реагируют, потому что с европейцами они что хотят, когда захотят, они могут сделать. То есть это не оппонент, европейцы не могут быть оппонентом, потому что в Европе очень много стран, нет единства между ними. И Европа не обладает сейчас такими ресурсами, какими ресурсами обладают Соединенные Штаты Америки, Китай и та же Россия. Потому что, обратите внимание, значит, если в страны НАТО, европейцы, сейчас их военно-промышленный потенциал 5 раз отстает от российского военно-промышленного потенциала. Они воевать с Россией тоже не могут. Без Америки они никто и ничто. И они оказались между двумя такими гигантами. Да, но они там хорохорятся, что-то шумят, что-то играют, что-то зубоскалят и так далее, и так далее. Разные, знаете, показного характера действия совершают, но особо на это не реагирует ни Трамп, ни российский президент. Тогда другой вопрос. Но все-таки не кажется ли вам, Олег Несторович, что вот нынешняя ситуация это в какой-то
в какой-то мере учитывание существующих реалий на фронте тоже. То есть война уже идет с 2022, специальная военная операция идет, и по большому счету против России было огромное количество санкций также выдвинуто. И есть такое ощущение, что Россия и это все прошла, и в войне тоже Украина, несмотря на огромную помощь военную, в том числе из Соединенных Штатов и Европы, тоже как будто бы там не происходит того, чего ожидалось. Да? И как вам кажется, может быть, учитывание реалий тоже играет роль вот во всей этой ситуации? Но думаю, что, конечно, сейчас Соединенные Штаты Америки, они проводят определенную политику в отношении России, в отношении Украины. Но в Украине их интересуют природные ресурсы. И они России помогают для того, чтобы по существу разделить природный потенциал этой территории между Россией и Соединенными Штатами Америки. То есть России достанется, вот, скажем, не случайно Трамп говорит о том, что территорию, которая в настоящее время контролируется Россией, Америка уже согласилась, как бы не против, чтобы это за Россией закрепилось и за Россией остались. Но остальная часть, на остальную часть претендуют очень многие западные страны. Претендует там Польша, претендует там Британия, претендует Румыния, Болгария даже. Понимаете, значит, но на них Соединенные Штаты, конечно, особо не реагируют. И потому, вот в частности, скажем, не только на Украину они претендуют, а, например, Британия претендует на Крым. Турция претендует на Крым. То есть у многих игроков тут есть Ну свои... да, конечно, здесь интересы, очень много интересы многих стран. Не только, там, скажем, дальнего зарубежья, но особенно ближнего зарубежья. Трамп, когда только шел к власти, вот даже в ходе президентской кампании, гонки, он очень часто говорил, и это был один из его таких любимых постулатов, о том, что он придет и завершит эту войну, что она закончится. Сейчас как будто бы все очень интенсивно идет. Вот если говорить о сроках, как вы думаете, вот многие говорят, что уже летом все может завершиться. Вот как вам кажется, вот насколько долго это еще продлится? Ну, конечно, прогнозировать и сказать, когда завершится эта война и так далее, это, конечно, слишком рискованно. Там возни будет много, потому что состязание в освоении ресурсов – это долгий процесс, это политический процесс, это экономический процесс, это долгий процесс, во времени требуется. Там мира в ближайшее время, мира и благополучия я не вижу, это трудно это сказать, потому что могут здесь быть не только задействованы после всего того, что произошло на территории Украины. Я не представляю и думаю, что вы тоже не сможете представить, чтобы там жизнь наладилась и стала она устойчивой, спокойной, нормальной, развивающейся. Вчера показывали, кстати говоря, по российскому телевидению, несколько семей из Германии переселились в Белоруссию. Немцы. А потому что неспокойно там. А в Беларуси, внутри Беларуси, хотя они тоже на окраине находятся, а там спокойно. И они, немцы, там среди них есть, где муж немец, жена из Белоруссии, или наоборот, дети и так далее, они переселились сюда. И этот процесс тоже идет. То есть миграция идет сюда. В европейских странах неспокойно. А сейчас вы же не поехали бы сейчас, скажем, жить во Францию или еще в какую-то другую страну. А раньше, да, люди мечтали. Там было благополучно, спокойно и безопасно. А сейчас нет, этого нет.
Да, я понимаю, вы говорите о том, что мир и стабильность на Украине – это вопрос однозначно далекого пока еще Это будущего, далекий, но да. все-таки, как вам кажется, вот эти прямые переговоры могут быть, и встреча Путина и Трампа тоже об этом говорят. Да, конечно, коль скоро они встретятся, встреча не может быть так, чтобы встретились и разошлись ни с чем. Встреча на таком высоком уровне, как правило, она должна иметь какой-то результат. С тем, чтобы они, возвращаясь к себе домой, чтобы они могли докладывать и говорить. То есть это большой запас. И это большое достижение, сама встреча и ведение этих переговоров, тем более страны, которые находились столь долгое время во враждебных взаимоотношениях. Это враждебные взаимоотношения, они остаются. Потому что, вы знаете, что здесь важно учитывать, англосаксы поверили, что это избранная раса. Если, знаете, есть такая русская пословица, если мужику говорит и убеждать его, что он свинья, он возьмет да и хрюкнет, поверит. И вот так они поверили в себя. Самое главное, самое эффективное и мощное оружие – это самовнушение. Если вы внушили себя, что вы такой-сякой, вы начинаете этому верить. Вы избавиться от этого не можете. Вот они тоже такие англосаксы. Они европейцы. Европейцы кто такие? Это романы, это еще саксы и так далее, и так далее. Англичане, Англия и США, они всегда находились в хороших взаимоотношениях, потому что американцы – это англичане. Выходцы из Англии, из Британии, из Шотландии, Исландии и так далее, из этих стран. И они даже считают, многие наблюдатели, аналитики, которые пишут о Британии и в Соединенных Штатах Америки, они считают, что в их сознании, в их религии, в их веровании Соединенные Штаты Америки являются дочерним государством британцев. Ну да, они считают себя представителями так они считают, так это и есть, понимаете? Но ныне, конечно, знаете, что наблюдается еще, это, скажем, национальные или этнические факторы, это для сознания человека, но для капитала этого фактора нет. Капитал, он интернационален. Да, капитал не может делить. Капитал может братьев разделить, сестер разделить капитал. Да, там значит, у капитала другое оружие и другие ресурсы. А здесь, когда мы говорим о народе, об англосаксах, то они, конечно, этому поверили и этому верят. Понятно. То есть вы призываете все-таки критически осмысливать все-таки тоже, даже то, что происходит, да, и не все так... Критически осмыслить, знаете, могут просвещенные, образованные, талантливые, интеллектуально богатые, развитые люди. А простой, обычный человек, обыкновенный человек, конечно, он не может критически мыслить. Понятно. Олег Несторович, большое спасибо за то, что пришли и ответили на наши вопросы. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.